желтые газы или кто? Это кадры ДТП 22 марта на трассе Ульяновск-Самара. Водитель маршрутки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Погибли 3 пассажира. И в Татарстане немало таких случаев. Число ДТП с участием общественного транспорта за прошлые годы только возрастает. В 2017 году было 73 аварии, в 2018 число возросло до 94, а за прошедшие 4 месяца этого года пока 39 ДТП. За этот год по результатам рейдов 16 водителей направили на дополнительную проверку, а 2 за нарушения уволили. Константин Николаев не хочет терять работу, поэтому у него документы в порядке, пассажиры пристегнуты, и согласно тахографу он не исчерпал свою суточную норму вождения. Лишние 15 кругов вокруг автобуса пляшешь, смотришь, все ли на месте, ничего не чекет, шины на месте, все, воздух. Проверяют сегодня абсолютно все, начиная с медицинского освидетельствования водителя, наличия тахографа и заканчивая даже неправильной установкой таблички. Как раз этого и не хватает Сергею Сандемирову. Он везет пассажиров из Чувашии. Даже не думал, что неправильно установленная табличка – это нарушение. Табличка правильная, но стоит неправильно. А как она должна установлена быть? Наверху. Не знаю, у нас в Чувашии вообще не трогают за это. Хоть на все стекло повесить. По словам автоинспекторов, наказание за такие мелкие нарушения дисциплинируют водителей. Устранил и поехал. В соответствии с санкциями статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях водитель автобуса не сможет продолжить движение, будет отстранен, а его автобус задержан при неисправности рабочей тормозной системы и рулевого управления. Госавтоинспекторы проводят такие рейды еженедельно, и благодаря такой профилактике число ДТП с участием общественного транспорта в этом году начало снижаться. Ленар Гинатуллина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.